Витаю вас. Американское издание The Washington Post считает, что администрация нового президента США Байдена откладывает свой телефонный разговор с Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, ряда реформ и поддержки уголовных обвинений против олигарха Игоря Коломойского. Об этом стало известно вчера из сообщения The Washington Post. Давайте послушаем их цитату. Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з повальною корупцією в його власній країні, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження її хиткої незалежності від Росії. Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році з обіцянками боротися з олігархами, брудними суддями і мафіозними мережами, що існують в Україні з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу. Але минулого року він відступив, звільнивши реформаторів зі свого уряду і президента Центрального банку, загальмувавши судові реформи і заходи проти олігархів. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на редакционную колонку авторитетного издания. Вот что он сказал. Редакційна колегія «Вашингтон-Пост» безсумнівно має право на власний погляд, так само як українські журналісти мають право на власні погляди. Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події. Сигнали, які ми отримуємо від американської сторони після ухвалення цих рішень, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів. Наші партнери вважають їх довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам. Очень быстрая и резкая последовала реакция от нашего министра иностранных дел. К чему бы это, пане Ярослав? Ну, знаете, я вам скажу, действительно, это к тому, что они ощущают этот сигнал как очень болезненный. И, как правило, МИД на статьи в западных медиа, пускай и авторитетных, не отвечает. МИД обычно отвечает там на заявления официальных лиц. Мы можем сказать на самом деле, что это та тема, которая неоднократно поднималась в западном медиадискурсе касаемо Украины. И это одна из самых таких, то, что, я думаю, видит и офис президента, и МИД одновременно опасных тем для них на Западе. Поэтому они решили, что нужно быстро реагировать. Тем более, такой сигнал до Киева доносится, по крайней мере, за последний месяц уже не первый раз. Да? Было абсолютно симметрично заявление и Киевского безпекового форуму по содружеству США-Украина по содействию. Были пункты от Atlantic Council, тоже по поводу политики Байдена по Украине. Был визит Волкера в Киев, была статья на Financial Times тоже. И во всех ситуациях существует акцент на вот этом пуле вопросов, связанных с коррупцией, с деолигархизацией, с продолжением реформ. И можно сказать, что тут журналисты Washington Post ничего нового не сказали, они просто собрали такую обобщенную температуру по палате и высказали обобщенное, опять же, мнение о том, что именно это является причиной того, что Байден до сих пор не позвонил Зеленскому. Пане Игорю, считаете ли вы таким тревожным звоночком несостоявшийся все еще телефонный разговор между Байденом и Зеленским? Ну, смотрите, я, с одной стороны, бы не преувеличивал значение там телефонных разговоров, хотя в ситуации, в которой находится Украина, отсутствие такого звонка, конечно, напрягает, поскольку мы являемся в значительной мере союзников Соединенным Штатам и получаем военную помощь, да, и той же Байден неоднократно вспоминал Украину в контексте своей и предвыборной кампании, и непосредственно после того, как он уже стал президентом Соединенных Штатов. Поэтому да, здесь этот сигнал есть, сигнал очень такой, я бы сказал, прозрачный, да, то есть здесь не надо искать какое-то двойное дно, он есть очень четкий. Чем быстрее это в офисе президента поймут и примут соответствующие решения, тем будет лучше, мне кажется, для страны. Но понимаете, какие решения? Вот что сейчас конкретно от нас ждут Соединенные Штаты Америки?
Смотрите, ну вот все почему-то сосредотачивают внимание исключительно на ситуации, которая сложилась вокруг Коломойского. Да? Там санкции против него Соединенные Штаты ввели. Кто-то там еще говорит дополнительно про борьбу с коррупцией, но мне кажется, есть еще один очень важный момент. Мы его только что вспоминали. Вот эта вся история с вагнеровцами, да, она не закрыта. То есть этот гештальт не закрыт. И Соединенные Штаты хотят четкого понимания, был ли там какой-то слив информации и кто ответственен за этот слив, поскольку они непосредственно, их специальные службы принимали участие в организации и проведении этой операции. Я боюсь, что все так или иначе сведется рано или поздно к одной фигуре. Эта фигура по состоянию на сегодня возглавляет офис президента. И вот те намеки, которые дополнительно идут с Соединенных Штатов, они пока офисом президента и непосредственно президентом Украины не воспринимаются. Что офис президента возглавляет человек, который может быть замешан непосредственно в сливе этой информации. Когда этот намек будет понят, мне кажется, что тогда будет и телефонный звонок, и многие другие вещи. Возможно, Байден официально, публично отреагирует на приглашение там, на Крымскую платформу, да, или посетить Украину там, на 30-летие независимости. То есть очень много может быть разных сигналов, но пока вот все ждут, и Штаты в том числе ждут, как закончится дело с этим Ваннергейтом, какая там будет поставлена точка, какой будет реакция и какие решения, это очень важно. Президент будет по результатам этого большого расследования уже международного принимать.